Мамай происходил из знатного рода Кият и был особо приближенным лицом при дворе хана Бердибека. Мамай был ханским зятем и занимал пост Беклеребека. Когда Бердибек был свержен и убит, в Орде началась смута. Всего лишь за 1 год себя успели провозгласить ханами Кульпа, Навруз, Хызр, Тимур-Ходжа, Орду-Мелик, Кельдибек, Мюрид. Большинство этих новых правителей не были потомками Бату. Они принадлежали к роду Шибана из Синей Орды на востоке. Это означало, что прежняя ордынская династия прервалась. Немалая часть вины в этом лежала на покойном Бердибеке. Ведь после того, как в борьбе за власть он истребил собственных братьев, в роду потомков Бату попросту не осталось полноценных кандидатов в ханы. Мамай покинул Сарай и перебрался в Крым, где было безопаснее. Здесь он взял под свое покровительство юного Абдуллаха, одного из последних отпрысков прежней династии. Находясь в Крыму, Мамай провозгласил Абдуллаха новым ханом. Он дважды пробивался из Крыма к Сараю и сажал его на трон, но каждый раз конкуренты изгоняли их из столицы. После очередного поражения Абдуллах умер от болезни, а Мамаю пришлось подыскивать нового кандидата на престол. Им стал Мухаммед, 8-летний мальчик, правнук Узбек-хана. В точности, как и в предыдущем случае с Абдуллахом, Мамаю не удалось надолго укрепить нового хана на троне. Соперники быстро вытеснили Мухаммеда из столицы. Тогда Мамай сменил тактику. Он прекратил атаки на Сарай и взял под свой контроль всю западную часть государства, так называемую Белую Орду. Новую ставку хана он разместил вместо Сарая в Запорожских степях. Так Мамай стал властителем обширного края, простиравшегося от Волги до Днепра и включавшего Крымский полуостров. Мамай правил здесь от имени своего ставленника, малолетнего хана.